hoşça kelili salamat var. Irlaslıvlak televizionat var. Иван Яковлев, хăi где-нибудь Алсипана, Челажин, Ачизине, Тудар, вырос, мордва везде, Берендесте, Щуттакла растивезе, чуть не поехал Ливана, Челахтова, Мулай привезем гларда, Бунлая вылегла арифметикова, Геометрию уроки Еплив бели, книгисем глар, учитесем вали, Шам мне подада гларна, вырос телевизоре, тогда литературе бе, Туда книгисем вали, методистский пособие гларна, Халивизия, когда Савараша, Павел Миронович Ширна, Унан телевизоров, методистский литератураторов, вырос черги в крупненьке, плейтерне, мазнекер. Здравствуйте, ребята. Садитесь. Сегодня мы с вами будем проходить стихотворение Кольцова «Что ты спишь, мужичок?». Откройте, пожалуйста, все свои тетрадки на 10-ю страницу. Прежде чем мы начнем изучать стихотворение, давайте мы вспомним, чем же работают наши крестьяне на наших полях. Земледелие. Ручки поднимаем. Земледелие. Что они конкретно там делают у нас на поле? Скажите, пожалуйста. Вика. Собирают хлеб весной. Что делают, Саша? Собирают рожь, сеют, пашут. Так ведь? А какие же мировые хлеба мы знаем, девочки, мальчики? Овес, гречиха. Овес, гречиха, еще? Горох. Ага. А куда же девают хлеба потом, после того, как их убирают? Подумали? В амбары. Хорошо. Давайте откройте на 10-ю страничку и начинаем читать. Кто начнет? Вика, пожалуйста, к доске. Что ты спишь, мужичок? Ведь весна на дворе, все соседи твои работают давно. Спасибо. Что в статье сказано, что ты спишь, мужичок. О чем же здесь говорится? Про какой сон? Про какой сон говорится? Сон человека, это что человек не работает. Про сон, не про сон, то, что он спит, а то, что он не работает. К какому же мужичку обращается писатель? Саша? Ленивому мужичку. Поэтому как можно иначе сказать это выражение, что ты спишь, мужичок? Он что-то не работает. Что мы не понимаем? Он без дела сидит. Он без дела сидит, ничего не делает. А что же должен был делать мужичок? Саша? Убирается дома и сеять овощи или стричь траву. Косить траву. То есть он должен был делать то, что делают его соседи. То есть работать. Так, давайте дальше будем читать. Можно повторить Михаила, пожалуйста. Встань, проснись, подымись, на себя погляди. Что ты был, и что стал, и что есть у тебя. На гуле ни снова, за кромом ни зерна. На дворе, по траве, хоть шаром покати. И под лавкой сундук опрокинут лежит. И погнувшись изба, как старушка стоит. Спасибо. Каков же двор у ленивого мужичка, ребята? Какой же двор? Вика? Обветшалый. Зарос травой. А что же было без белого мужичка? Что было без белого мужичка? Громко. Опрокинутый сундук. Это что значит? Сундук был полный или пустой? Пустой. Значит, не было никакого добра. Так ведь? А изба какая была у мужичка? Саша? Какая? Гнилая, уже совсем старенькая. Прогнувшийся. Значит, мужичок не работал. Так ведь? Не исправлял, не чинил свою избу. Значит, ленивый мужичок был состоятельный или ленивый? Ленивый мужичок был. Бедным можно стать от каких причин?
От каких причин? Когда человек становится бедным? От лени, от какого-либо несчастья. Так, давайте читаем дальше. Марина, пожалуйста. Поляк сиротой, хлеб не скошен стоит, ветер точит зерно, птица клюет его. Спасибо. Почему же хлеб сравнивается с сиротой? Потому что он Растет более весело с родителя. То есть за хлебом нужно было ухаживать, его смотреть, а тут ленивый мужичок смотрел за ним. Хорошо. Чей же хлеб не был убран, ребята? Ленивого мужика. Правильно. У ленивого мужичка. О чем же мы сейчас читаем? Что здесь написано? Саша? Почему мужчина, который был бездеятельный, он ничего не делает и сидит дома? Таким образом, мужичок как долго ленился? Все лето. Вика? Все лето, всю весну и осень. Все лето, всю весну и осень. Что случилось от лени с мужичком? Что случилось? Сима, что случилось с мужичком от лени? Что с ним стало? Саша? Он стал бедным, и ему зимой не было запасов. Запасов зимой не было. Когда